Короче, озноб пошел. Самый пик. Херово. Завтра точно не дорожный буду. Не летной форме. Башка трещит еще. Херово болеть. Тут, наверное, третий раз вот за это путешествие так болею. Первый раз во Владивостоке, когда из Владивостока выезжал, заболел. Ну, еще во Владивостоке заболел, выехал. Потом 2 дня в палатке отлеживался. А потом в Лаосе. Во Вьетнаме, точнее, еще. Перед Анамскими горами. Там уже заболел. Че плохо, когда болеешь? Форму теряешь физическую. Мышцы, силы покидают мышцы. И вот как раз мне вот это не позволило Анамские горы нормально насладиться Анамскими горами. Кто помнит по сериям, я там в перевалах просто умирал. Сил не было, форму потерял. А здесь-то горки еще побольше. Так что здесь вот плохо форму терять, нехорошо. Ну ладно, чё. Не впервой. Завтра, походу, еще буду отлеживаться здесь. Хрен с ним, заплачу. И вам спасибо, друзья, что поддерживаете меня. Есть возможность остановиться, отдохнуть чуть-чуть. Ну как отдохнуть? Перекантоваться в палатке в таком состоянии. Все равно мне охота лежать. Ночи не теплые. Спальник тоже не особо хороший. Ладно. Фу, доброе утро. Сейчас сходил вниз, продлил еще на 1 день отлежаться. Блин, так жалко, я не могу насладиться душем. О, привет, братан. Не могу душем насладиться, сауной нормально. И кушать неохота. В общем, это не вовремя все. Сейчас он на завтрак пришел, ну обед уже. Шведский стол, он взял рыбки и кушает. Так неохота, конечно. О, все. Неохота, но надо. Да, спасибо. Оба. Ой, объелся. Зачем объелся? Ладно. Сейчас дальше лежать. Здесь вон землю распилили, дом построили. Интересно. Целый геологический пласт здесь можно из окна смотреть. О, да. Все, на ужин пришел на 6. Чувствую себя уже получше. Завтра уже нормально будет. Тут рис с мясом. Мясо вон сколько. Ням-нямка. Ну, вот сейчас фоткаемся для памяти, на память, для истории, что вот здесь был чувашский путешественник, Чаваши Ушуреве. Потом повесят куда-нибудь портрет, фотографию, подписью. Так вот и цена возрастет у этого отеля раза в 3.
Все, сейчас идем фотографировать. Говорит, фоткаться коллеги, говорит, хотят. Пошли. Вот сейчас сидим тут с красавицами, снимаем фильм. Джанти? Не понял, а что там переводчик говорит. Давай сейчас. Все, теперь на третьем пофоткались, теперь на первой едем. Фотосессия там тоже будет. Сюда в пижаме вот это как-то, я не знаю, фотосессия. Не в летной форме. О, сейчас мы экскурсию проводят тут. По первому этажу, по входной, парадной. О, здесь уже 9 этажей в этом здании, оказывается. Это там 4 только для этих, для нищебродов, а остальные для вот отдельные номера уже идут. А я думаю, что тут персонал такой крутой. Я думаю, для этих все. Для тех диванов. Не. Ага. У нас там видок вон какой-то. Город, звезда он. Красота вообще. Вот здесь 9-й этаж пришли. Тоже красота. Здесь царские диваны. Люстра вообще зачетная, такую тоже дома хочу. Когда свой дом построю, такую поставлю. Обалдеть, тут подсветочку включили. Вот тут мне новые комнаты показывают. Обалденно. Вот это вот реально царское. Караоке. Ну это чисто для щелчурежи тут. Золотые микрофоны. Вот крутилка. Поле чудес. Ну, в общем, здесь все услуги есть для этого. Вот. Вот. Ну все, пошла дискотека. Блин, я давно в клубе не был. Как раз самое то. Давай. Нормальная атмосфера такая. Здесь что? Опа. О, интересно. А это то же самое, да? Певец из меня хреновый.
Коля на китайском. Не, классные китайские песни, мне нравятся. У них много хороших, очень достойных. Больше, чем даже в российском, наверное. Именно по звучанию, современному звучанию. Вот. Сейчас в кино пойдем, кино показывать будет еще. Нормально тут так. Жить можно? Вот здесь кинотеатр. Тоже поспать можно, кинца посмотреть. Чаваш Ушуревжи. Включить свой фильм. Оставили меня кино смотреть. Какой-то дешевый боевик американский с Киану Ривзом. Так смешно его в оригинале слушать. Come on, let's go. Как всегда, какая-то глупая женщина там боится всего, из-за нее все страдают. Итак, вечером снова соблазняют на еду меня шведским столом. Вот так вот. Даже не знаешь, что попробовать-то, всего хочется взять. Ну что я тут в первую очередь взял? Рыбу взял. Рыбу не часто удается покушать. Мясо можно везде найти. Рыбу нет, все-таки пореже. Тем более сейчас, вдалеке от моря. Красота. Фу, там еще схожу, может. Вот что мне не нравится, здесь много очень перца выпускают. Я все-таки с детства не привык перченую еду есть. Ну, вообще, как я думаю, многие россияне. И перец у нас другой, это вот такой молотый, мелкий, он другой совсем. А здесь прям целые куски вот красного перца. И рот горит, не чувствуешь вкуса еды. Вот я не понимаю это. Я люблю есть, чтобы чувствовать вкус. Еще фруктов еще взял. Апельсинчика, питахай, драконьего глаза, арбузика. Как раз то, что надо за завершение такого сытного ужина. 12 часов сейчас все-таки уже. Сейчас заказал массаж китайский. Как метод выздоровления еще один. Недорого там тоже получается. Попробовать-то надо, когда я еще попробую. Сейчас они все заняты, девчонки там, которые фоткались. И пацан напрашивался, говорит, давай я тебе сделаю дешевле. Я говорю, не, парнишка, осади. Сейчас девчонок жду. Читаю ваши там комментарии, лайки, смотрю. Все, процесс пошел. Процесс массажа. Вот пацан тут сидит, что-то.
Не особо мне это нравится. Расслабиться никак не могу. Все, делаем. Вот, ноги мои заслужили вот этого. А то на велосипеде все ездить. Фух. Вообще здорово. Все вообще классно. Ну да. Прям расслабляет, хорошо тело прорабатывает все. Фу. Отлично, прям засыпаю. Сейчас время-то уже 2 час. Еще надо в прямой эфир выходить. А сейчас мне еще массаж ног будет. Ну все, сделали массаж. Вот, красавица. Се-се, спасибо большое. Се-се. Это вот такой массаж был. Вот такой вот. Все. У меня такого массажа никогда не было, честно. Все хорошо, позвоночник, главное. И ступни ног проработали. Вообще обалденно. Такой расслабон. Давай. Лицо у меня. Давай. Лицо уставшее. Во. Давай, давай. Ну, давай. Давай. Все, давай. Такой няшка по мне. Все, се-се. Так, сейчас мне вниз, да? Все, бай-бай, се-се. Доброе утро. Время 10. Я не выспался, конечно. Вчера поздно лег. Туда-сюда. Все, надо и собираться ехать. Да что тут собираться, тут взять все это. Ну вот. И ехать. Все, собрался. Сейчас спустился уже вниз. Сейчас душ приму и поеду. Уже в дорогу хочу прям. Тут, короче, прикол такой. Я немножко тупанул. У них же здесь все по автоматике. Я привык, что в хостелах там как бы все по-человечески делается. И то есть просрочил, если чуть-чуть, там на 2 часа позже там уехал, в принципе ничего страшного. А здесь я чуть-чуть просрочил, ну как бы тоже думал, что ничего страшного. А с меня, ну, требуют полную сумму, то есть все списывается как за 20 часов. И вот я сейчас думаю, блин, придется, эти деньги по-любому придется платить за 20 часов. Но тогда я уж их использую, останусь, и ночью у меня закончится учетный период, я должен буду уехать. Тогда еще посижу сейчас. Вот. Ладно, что заплачу еще за 20 часов, за один сеанс. Ну все, что, отдыхать так отдыхать. Еще как раз не выспался. Буду знать в следующий раз, что здесь у них все по автоматике в таких заведениях. Я-то привык все как по-человечески, что там, ну ладно, чуть-чуть там просрочил. Хотя они могли бы, если бы захотели, там, как бы, списать мне это пару часиков. Ладно, сейчас как раз фильмы закачал советские. Буду сидеть смотреть. Сейчас посмотрел «Свадьбу в Малиновке». Какие все-таки классные, прекрасные старые советские фильмы. Такие добрые, смешные, юморы классные. Раньше как-то не обращал, наверное, внимания на советские фильмы. Маленький был, смотрел, но я ничего не понимал.
Сейчас как-то по-новому для себя все эти фильмы открываю. Да, классно. Сейчас надо на обед сходить, покушать. Все, здесь заключительный раз. Ужинаю. Через 3 часа уже ехать мне надо. Я чувствую, уже наелся. Нужно поголодать мне денек, другой. От вареной пищи у меня уже это... Вот я же говорил, что у меня отдышка небольшая при нагрузках идет. Да даже не при нагрузках. Это вот в YouTube мне написали комментарий, что это слизь скапливается. Вот я на самом деле чувствую, что вот эта слизь есть. Я и поэтому заболел, прихворал. Потому что ты когда болеешь, вот слизь вся выделяется. В том числе вот насморк, это и есть слизь, вот это лишнее. Все бактерии, все ненужное выходит, шлаки. Нужно поголодать и на фруктах стараться только ехать, пока я не почувствую себя хорошо. Но сейчас что, пока есть возможность, надо есть. Все, собираюсь. Устал сидеть. Сейчас 3 фильма посмотрел советских. Вот первый «Свадьба в Малиновке», второй «Москва слезам не верит», и вот сейчас посмотрел этот «Вокзал на двоих», для двоих. Но он так мне не очень понравился, какой-то слишком, немножко замыленный. Вот. Почему я раньше эти фильмы не смотрел? «Москва слезам не верит», такой поучительный, мудрый фильм. Просто прекрасно. Я как бы знал, что раньше такой фильм, ну вообще такой фильм есть, и в детстве мельком смотрел. Но в детстве не понимаешь, и сейчас по-новому эти фильмы для себя открываешь. И понимаешь, какие они хорошие. Все, я устал сидеть, уже не могу прям. Хотя у меня еще 2 часа есть. Но я сейчас поеду. Пока ночлег еще найду. Затворы как плеть, срываюсь в голов, боюсь, на фото к себе самому не успеть. У меня нет на снимке Перуна, больше не стоит график. Я бегу через жизнь и рассыпаюсь на миллион фотографий. Либо пешком по остывшей зале, либо по углям бегом. Меня нет на снимке Перуна, я запрыгнул в последний вагон. Мы можем быть живы только сейчас. Никто не надышится про запас. Играт перегонки, запешкался остыл. Все, Гротов послушал, зарядился энергией, хотя уже скоро спать-то надо. Прощаюсь с гостиницей Pengdune International Hot Spring Hotel. Уже сколько, 3 дня практически здесь был. Уже так привык, и тем более поболел я, сил нет, и ощущение, как будто я тут неделю находился, очень долго. Ну, слава богу, в дорогу. Сейчас я прям соскучился. Сейчас фонарь включу. Фонарь у меня есть. Ладно. Да, сейчас тяжеловато поначалу. Не успел из города выехать, подъем начался. Тяжко. Я еще извиняюсь за подробности, но у меня в паховой области еще какой-то чири вылез. Тяжело крутить, больно. Сидушка надавливает. Ну ладно, че. Проехал километров 5, нашел место в лесочке. Все, поставил палатку.
Вот у меня спрашивают, тут, наверное, самый часто задаваемый вопрос, вот не бывает ли у меня вот такого состояния, когда мне хочется все бросить, там, поехать домой, там, на самолете, на поезде. Такого состояния у меня никогда не бывает. Это такое радикальное прям. Радикально все так. Нет, я же все это осознанно делаю. Я знаю, на что иду, поэтому такого нет. Но вот бывает такое настроение, когда просто нет азарта, нету огня в глазах, нету стимула ехать дальше. И вот такое настроение сейчас у меня. Но это, наверное, от того, что я переотдыхал, пересидел в интернете, посмотрел там на фотографии всякие. Меня это сбивает с толку. Потерял просто ритм. Надо нагнать ритм. А сейчас я вообще ничего не хочу, думаю. И Китай как будто бы уже поднадоел. Впереди еще горы, сложная дорога. Тоже не особо как бы радует. Да, красиво, конечно, сейчас будет красивые пейзажи. Но это все мелочи. До России чуть-чуть осталось. Соскучился по России, по нашим людям, по девушкам нашим. Хоть глаз полюбуется. Ну так, сейчас спать. Завтра с новыми силами. Ну, конечно, говорю, еще в кондицию входить пару дней после вот этой отлежки. Пару дней надо будет войти. Но еще я вот среди китайцев чувствую себя одиноко, потому что ни с кем не можешь поговорить. Одиночество, вот оно именно появляется среди людей, чувство одиночества. Я не чувствую себя одиноко там на природе, я могу месяцами жить на природе и только заряжаться энергией, какого не получишь вообще ни с многими людьми. Наверное, даже ни с кем такой энергии не получишь. Вот, поэтому чуть-чуть одиноко мне сейчас. Потому что я был в отеле, все китайцы, и ни с кем не поговоришь. И какой-то такой привкус остается после этого на душе. Ладно, это все мелочи, надо спать. Доброе утро, время 9. В бой собираться ехать. Вот яркий пример дырки в заборе. Забор сломанный. Только здесь не спустишься. Здесь обрыв. Поэтому бесполезно. Здесь даже пешком-то карабкаться тяжело. О, хвойными так вкусно пахнет. Весна здесь. За каждым перевалом все. Природа меняется. Вон там уже течет Янцзы внизу. Не видно только. Там глубоко, ущелье глубокое. Красота, простор. Кстати, это уже граница, там Сычуань, вот уже те поселения, вот то поселение уже Сычуань, провинция. Вторая провинция в этот заезд Китай после Юнани, Сычуань. Вот отсюда Янцзы видно, вот.
перекресток. Вот здесь идет G108 дорога, по которой я еду, и S219. Они идут параллельно, в принципе, и потом сливаются. Только S219 получается, сколько там, как раз короче немножко до слияния, чем G108. Я, наверное, по ней поеду, потому что я посмотрел, там много перевалов по G108 идет. Неохота, а там вроде получше будет. Ладно, поеду туда, налево. Ого, здесь какие-то пещерки такие маленькие. Водой наполненные. О! Интересно. Блин, мне интересны пещеры. Я в пещерах никогда не был. Но это рукотворная пещера. Вроде, насколько я понимаю. Хочется прям полазить. Я сижу, отдыхаю чуть-чуть. Посижу, дальше поеду. Wi-Fi нашел, кружусь. Ну, взял тут апельсинов, бананов. Перехожу пока на фруктовую диету. Надо немножко почистить организм свой. Вышло 15 юаней, все. Килограмм бананов. Ну, я даже не знаю, сколько килограмм, нет. 15 в общем. Здесь в ущелье вообще жара. Сейчас часа 3-4 уже. Солнце печет. С непривычки сейчас, так это жарко. Начались светофоры, пробочки. Я на красный поехал. Но мне можно, он там знак ждал мне. Говорит, давай, херач. Херач, говорит, Шулшуревджи, тебе можно все. Надо шлемофон одевать. Что-то жарко вообще. Капец, веломагазины вон. Джант, XDS. Это китайский бренд. Но я пропустить не мог. Надо заехать, посмотреть, что есть. О, нихао. А я посмотрю, что есть. Посмотрю, что у вас есть. Хотя мне вроде ничего не нужно. Мне только с обслуживанием тех. Да не, ничего нет. И в Джанте ничего нет. А мне ничего и не надо. Слава богу. Мне можно по встречке обгонять эту пробку. Я уже до Пенджихуа доехал. Я думал до него еще ехать и ехать. Да не, уже начался. Большой город. Девочки вон ходят. Вот мост через Янцзы. Здесь еще маленькая речка пока, относительно.
кого я встретил. Помните, друзья, я в Лаосе ехал в ковше. Вот именно в таком. Именно в такая модель. X-GMA. Какая встреча прям радостная. Впадает река в Янцзы, а мне вверх по этой реке сейчас. Вверх туда. Течение у нее быстрое. Сейчас проехал уже 95 километров. Время еще много. Надо отдохнуть куда-то, заехать, Wi-Fi поймать еще. Скупаться бы. Вода, наверное, холоднющая. Бодрячковая. Я вот сейчас еду, что-то подумал. Из Юго-Восточной Азии я уже практически выехал. А я так слонов и не видел. Здесь настоящих. Что-то я профукал этот момент. Ну ладно. Вот сейчас за водой заехал. Воды попросил. У них все, вот малыши ходят. Сейчас уже ночлег надо искать. Давай, бай-бай! Шкалатроны. Шкалатрончики. Опа, ГЭС. Гыся. Да, теченька нормально. Да, пейзаж мне здесь Киргизию напоминает. Тоже водохранилищ много. Место будет тяжеловато в таком ущелье найти. Крутое ущелье. Трафик хоть снизился, машин мало стало. Не, здесь места есть, но туда не спустишься. Вон там. Надо искать в другом месте.
Вроде нашел местечко. Сейчас здесь буду палатку ставить. Вон банан жую. Сейчас на ночь взял там килограмм бананов, чуть-чуть груш. Хочется, конечно, риса там с мясом бахнуть, но надо отдохнуть. И так фруктами, кстати, дешевле получается питаться. Поставил палатку недалеко от дороги, тут места вообще нет. Нашел вроде площадку. Грушу жую. Сегодня проехал 120 километров. Сам не ожидал. Ну, половина ехал на спуск. Вот. Состояние вроде хорошее. Устал, только вымотался сегодня. Сейчас еще серию клепать и все, спать. Спокойной ночи.